Аԥсны аҟынтәи ааргәашәҭқәа шырацәоугьы угәы иахәаша аҭыԥантәиқәагь ҳԥылоит. Ари абизнес аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы азҿлымҳара ӷәӷәа амоуп. Седа, вот как я поняла, цветоводство для вас такой семейный бизнес. Да. Но главный садовод тут вы. Наверное. Всё начиналось от нас, да. Как вы начинали? Мы начинали в 83-м году, с гвоздики у нас были. Начинали гвоздику, каждый год добавился. Мы сами корни делали от черенков, все вот так добавился. Пока дети были маленькие, работа так и привыкла. А потом вот это как в 92-м году туда поехали, сюда обратно вернулись. Дети не хотели туда, там же обратно. Пришли мы на сгоревший дом. Сынок сказал, вкуснее наш сгоревший дом, чем чужой. Вернулись обратно, им было 13-12 лет. И потом опять начали потихонечку, каждый год что-то добавляем. Тюльпаны, у нас с розой начинали, потом вот тюльпаны, потом вот раункулюсы начались, ирисы. Потихонечку пошли вот так, дочка, дальше. Но цветочные теплицы у вас сезонно или круглый год? До декабря. Сейчас вот тюльпаны снимем, астру садим на 1 сентября у нас, а потом одно меняет другое, потом в октябре опять раункулюсы садим, тюльпаны садим. Ваши тюльпанские, они голландские? Голландские. Где вот вы закупаете? Мы заказ делаем Краснодар, вот понемножку их берем, посадим, вот потом вот эти корни сделаем на 2-й год, вот на луковице оставляем, вот так понемножку добавляется. Ага. Ну, тюльпаны, они вообще как с нашим климатом? Как я вижу, очень даже удачно. Удачно, холодно, вот посмотри, дочка, вот они как голова кривятся, не знаем от чего, от холода или от тепла, не знаем, от чего-то. В прошлом году было рост имела, но бутоны не были. Ага. Бывает. Ну, тюльпаны, они такие хрупкие цветы, да. Без шипов. Без шипов, да. Тюльпаны такие. Все равно приятно. Да. Как погода даст. Все от погоды зависит. А на 8 марта в основном самые такие востребованные? На 8 марта тюльпаны. Да. Мы выходим на рынок только со своими цветами. Мы купи-продай не делаем. Но риск потери урожая бывает? Все бывает. В прошлом году у нас 3000 штук не вышло. Да? Она вышла и бутоны не дала. Бывает. С чем вы это связываете? Не знаю, чем мы не знаем же, что они нам отправляют. А, вот дело главное в тюльпане найти хорошую Конечно, конечно. Мы же не знаем, дочка, что они нам отправляют. В прошлом году 3000 штук у нас не вышло. Это тоже как игра. Да. Привыкаешь, уже останавливаться не можешь. Это игра все. Сегодня вот сколько видов у вас цветов? Разных было штук 10, разных 10 цветов было. Ага. Было. Ну, и бывает хорошие и плохие. Что делать? Один другого закрывает. Раункулюсы, это мы лютики говорим. Это раункулюсы. Ну, каждый цветок имеет свой сезон. Конечно, дочка. Сейчас, как я поняла, сезон и раункулюсы, лютики, фрези и тюльпан. Вот уже последний. И все это у вас есть в наличии? Да. Копать сейчас начали. Вот вчера закрыли теплицу и будем обрабатывать, чтобы они без травы были, все чистые. Виды роз цветут в мае. В мае. На самом деле, так что в мае здесь будет красота. Да, приходите к маю. Да. Вот сколько в одной теплице может поместиться корней? Смотря разница от теплицы. Ну, например, вот... Ну, здесь где-то 700 корней есть, там 500 есть, там вот так понемножку есть. Они же должны иметь свое пространство. Это вот обрабатываем, чтобы вот этот... зеленый не был, от дождя все не успели закрывать, и она пошла вот этот зеленоватый. Сейчас мы ее должны разрыхлить, чтобы корни воздухом питались, был воздух, чтобы было хорошо ими. Наш дедушка не любит грязь. Ну, розы, они капризные, они повышены. Они капризные, мы их лечим и лечим. Их надо лечить и лечить химикатом. Обязательно надо химикатом лечить, чтобы не болели. Ну, лекарства достаем как сможем. Сложно, да? Очень, очень сложно, очень. Каждая болезнь имеет свое лекарство, но очень трудно.
То в Краснодар, то в Ростове племянница живет. Заказываем там понемножку, вот так и берем. Их надо лечить и лечить. Эти они вот цветут вот так. Уже раскрываются. Да. Вы довольны, как они в этом году? Ну, средно. Ага. Средно. Ага. Ну вот я заметила, что у вас теплицы не похожи в том плане, что смотря что вы выращиваете, Да, внутри? да. Какие- Ну, она любит тепло, конечно, она сухость любит, тепло любит, сырость не любит. Этот цветок сырость не любит. Она сухой, и поэтому у нас воздух постоянный, в сзади не закрываем и двери, не закрываем, чтобы воздух игрался. Серость не любят они. 4 цвета. Есть желтые, белые, красные, оранжевые и розовые. Вот. Очень красивые они. Вот они начали. Первый цветок вот начался. Вот как потеплело, они тоже уже стали красивые. Ну вот у нас в стране очень многие любят поработать с почвой, у многих есть палисадники, даже у кого нет земли, пытаются на балкончиках что-то учить. Знаю, тоже. Но это все время, самоотдача. Конечно. Это труд. Цветоводство – это труд, тем более в таких объемах. Все Сколько труд. в день времени вы здесь проводите? Вот, как сказать, с утра побольше получается, потому что рано встаем, рано заходим, как солнце, чтобы до тех пор, как можно в теплице работать. Ага. А после обеда уже летом получается меньше времени, потому что жара до 6-7, после 7 сколько успеем. Поэтому утром рано встаем, чтобы успели что-то делать. Это сложно, еще как сложно. Но я люблю. Спина не болит? Болит, ноги болят, ну что делать? Но в этом деле вам помогают? Семья. Алена на рынке, я, сын, муж дома. У каждого своя работа. Вот вы сказали на рынке, получается, вашу продукт, ваши цветы можно увидеть на рынке? На сегодня, рынке можно, да. Да. Она поставила. Мы до декабря месяца на рынке. С декабря у нас, как говорят, в декрет уходим до март месяца. Январь, февраль мы отдыхаем. Вы отдыхаете? Отдыхаем. У нас уже ничего не будет. Ага. В конце декабря наши хризантемы заканчиваются, и мы тоже уходим с рынка на 2 месяца. Это как на рынке, так и с дома продаем, смотря какие цвета. Очень много даже. Из Гдауты приехали, из Дранды приехали. Они хорошо, да, потому что мы дорого не говорим. Сравнительно с рынком, с магазином. Например, Например, мы начали сдавать тюльпаны по 70, 5-го, 6, а потом по 80, выше 80 мы не торговали. Это ирисики ваши? Это наши ирисики, они тоже неприхотливые, они тоже любят воду, они вот серость любят, они воду пьют больше, чем тюльпаны. Тоже очень красивый цветок, сейчас сезонный цветок. Очень старались, чтобы они к 8 марта успели, но не успели. Ну, говорят, что цветы хорошо растут у тех, кто их любит, действительно. Наверное. Я думаю, что да, так и есть. Так и есть, наверное. Я очень люблю цветы. Вообще, работать люблю. Где бы ни было, я могу... По вашим теплицам мы заметили, что вы трудолюбивый Где бы ни человек. было, я могу себе работу найти. Я не устаю от работы, лишь бы она была пользу для семьи. Привозные цветы чем отличаются от цветов, выращенных на абхазской земле? Вот, на вашей я не знаю, чем отличаются. Большинство ни в чем не отличается, но они берут, бедные, не каждый день же срывают. Вот это, наверное, разница. Да. Разница в том, что мы каждый день снимаем свежие, а они получают. Вот это разница. А запах? Запах, смотря какой цветок, запах не знаю. А обрабатывают? Это мы не знаем, как они там обрабатывают. Если мы знали, как они обрабатывают, может быть, мы тоже здесь получили бы лучше. Вот. Цветок не любит сквозняк. От сквозняка пропадает цветок. Вот дома ставят возле кондиционера. Вот кондиционер убивает цветок. Когда они сушатся, вот эти луковицы снимаем, как чеснок. И на следующий год в октябре посадим, чтобы они были... Конечно, обязательно. И к этому добавим еще свежие луковицы. Вот они как чеснок. Сколько раз можно использовать одну и ту же луковицу?
этого не попробовали мы каждый это, но вот эти на следующий год пойдут опять. Высушим вот эти, снимем, но они должны быть сухие. Сусана, расскажите нам, как пришла идея заниматься таким чудесным, необычным бизнесом? Ну, во-первых, я их очень люблю, прям душа радуется, когда я их вижу, прям и начала 13 лет тому назад, решила семенами разводить цветочки. Начала потихонечку, не для продажи. Первый год я для себя. У меня во дворе была просто красота, просто. И потом решила по чуть-чуть на продажу. У меня получилось. У меня появились клиенты, которые спрашивали: Сусаночка, когда у вас будут цветочки? И вот постепенно у меня более стало вот такие вот теплицы, 2 теплицы. У меня небольшие. Ну, я с ними справляюсь как бы. Сколько видов здесь? Ну, очень много, да. Ну, основные такие. Ну, в основном, которые я делаю, там герани, петунии, ампельные, бегонии, кустовые петунии. Сейчас появились очень многие сорта, которые более привлекательные, там и махровые, разноцветные, полосатые, которые всем нравятся. Бегони очень много берут, сальви, бархатцы берут очень много. И я делаю те, кто в основном берут. А дорогие так особо не делаю из-за того, что люди более хотят более дешевые и чтобы все лето цвели. В наше время сейчас летние берут больше, чем зимние. А бывает такое, что портится урожай? Ну, если вовремя не смотреть, не лечить, не опрыскивать, то, конечно, бывает. Надо их удобрять вовремя и лечить вовремя. Сейчас у нас как бы климат такой, влажность. Ну, тли очень много появляются, надо вовремя лечить. Болезней очень много, честно говоря. Ну, справляемся, лечим. Например, вот из этих листик через год они у меня становятся вот такими. Вот такими огромные, прям, через год. Они укореняются, да, здесь они укореняются, и я сажаю в горшки. То есть им нужен ровно год? Ровно год, может, за полгода тоже можно продать, но они какие-то рыхлые будут туда-сюда, сейчас надо их удобрять даже. Ну, из одного листика получается вот такой кустик. Вот эти бархатцы, прям. Вот этот. Это пока по штучке получается? Это, да, по штучке. Прям один, прям вставляю, да. И через 3-4 дней они всходятся. И через 3 недели их уже сажаю. Вот как я размножаю бархатцы. Они очень легко размножаются. Ну, Сусана, раз вы так удачно выращиваете, получается, абхазский климат благоприятен. Да, очень, цветов. Да, потому что я делаю, когда уже не холодно, чтобы мороз ударил или что-то другое. Делаю уже, февраля начинаю, с марта начинаю, да. А так, которые заказываю. Иногда бывает, что фирмами занимаемся в Краснодаре. Там Бекинг Кап есть, Эуфлора есть, там много другое. Да, где я заказываю. Но 2 года они толком ничего не могут отправлять из-за санкций. Но у них, если что-то отправляют, у них очень дорого. Сейчас из-за этого я стала все сама делать. И бегонии, и много чего. Сейчас, честно говоря, все, кто собирается летом сажать, чтобы у них все красиво было, многие ждут петунии. Петунии у меня очень много разновидностей. Вот кое-что начало уже у меня цвести. Даже люди у меня берут уже с бутонами. Да, потому что некоторые... это петунии, правильно? Это петуния, да, это петуния бургунд называется. У каждого цветка есть свое имя. Да. Это, например, бургунд называется. У вас бархатные еще есть? Есть много разновидностей у меня петуния. Да, петуния самая ходовая у нас в Абхазии, если честно. Петуния, бегония, бархатцы, сальви – это самые ходовые. Продаем больше с дому, чем на рынке, потому что очень многие свои уже клиенты есть, которые берут прямо с дому, не на рынке.
приходят, выбирают, который нравится, прям... Ну вот, допустим, на Пицунском рынке ваши цветы можно встретить? Да, но иногда. Да, иногда. Но в Гаграх я чаще. Более в Гаграх там у нас своя точка, свое место. Кто знает именно где именно я, приходят ко мне и берут. У нас еще есть своя страница, которая называется «Рассада цветов АБН-1». Это лично мой сайт. То есть заказывают чаще всего? Заказывают, да. Сухумские девочки очень часто заказывают. Есть тоже постоянные клиенты. А здесь, Сусана, во второй теплице я вижу у вас маргаритки есть. И как вот эти называются? Тоже примулы. Да. Есть и махровые, и такие обычные. И здесь и у меня анютины глазки, которые я сама вырастила их. Вот у меня Алису, которые очень хорошо берут люди, многолетки они, и пахнут очень вкусно, да. И спрос у них очень хороший. Вот эти, да, они очень хорошие, прям и пахнут хорошо, и размножаются сами по себе, как коврики. Вот на Пасхе они у меня уже практически проданы. Все эти рассады, это больше рассады уличных цветов или комнатных? Не, это все уличные и даже зимние. Да, зимняя вот эта теплица, она у меня вся зимняя, но уже практически у меня они заканчиваются, и я уже сажаю, вставляю здесь уже, которые летние. Вот бегония у меня скоро вот здесь вся будет. Так, вот эти у меня примулки, они зимние. Я их заказывала через Краснодар, это фирма Baking Cup. Они отправляли в этом году, осенью очень прекрасная рассада пришла, и у меня очень чуть-чуть остался. В этом году вы довольны? Очень довольная, да, очень довольная, хорошо продала. Спасибо девочкам, моим покупателям, моим постоянным клиентам, которые выручают каждый год. Но у них есть один минус. Им надо все время холод, прохлад. А некоторые, вот когда покупают, девочки спрашивают: Сусанна, их пока не рано сажать? Говорю, нет, они наоборот зимние и морозостойкие. Вот у них одна проблема, и им надо воздух. Когда им воздуха не хватает, уже они портятся. Да. Ну, их мало, которые портились у меня, их мало. Практически все продала. Вообще говорят, что цветы хорошо растут там, где действительно их любят. Любят, да, любят. Я их очень люблю. Я без них не могу, даже мою жизнь я не представляю без них, честно вам говорю. Ну скажите честно, сколько часов в день вы здесь проводите? Вот говорю, с 9 до 5 я здесь, да. 9. Я кофе пью, даже, можно сказать, не обедаю, ничего. Ну, я люблю быть здесь. Вот вы уже 13 лет занимаетесь этим делом. На ваш взгляд, привозные цветы чем отличаются от цветов, выращенных там на абхазской земле? Ну, привозные, у них земли не такие, как у нас. У них они какие-то очень мягкие. Когда поливаешь, они не пропитывают. А наши, вот я перемешиваю, например, навоз много делаю, с огорода беру, перемешиваю. Они более влагу держат. И они более стойкие становятся. Которые вот привозные, у них удобрений очень много они делают, что они сразу прям распустились, цвели. А у нас как бы они потихонечку, как бы уже привыкли в воздухе. Из-за этого они не портятся у меня. Вот по ценовой политике цена на местные там меньше, чем на привозные? По-любому, да. Да, потому что когда с семенами я сама делаю, уже цены намного дешевле получаются. А когда рассада беру, например, по-любому дороже. Потому что когда рассада принимаю, много рассады портятся. Там иногда бывает со 100 штук остается всего лишь 50. Конечно, уже мы будем ставить цены чуть дороже, чтобы кое-что оправдало нас. Например, проведите нам экскурс. Например, вот этот горшок, стаканчик, да, я продаю за 60 рублей. Ну, она не так уж...
это дорогая рассада, из-за этого ставила 60 рублей. Но из примул. Есть обычные примулки, они по 60, а есть махровые. Цена почему они разные? Потому что которая махровая, она по цене рассада дорогая. Из-за этого, да, получается на 40 рублей дороже, чем обычный. Здравствуйте, сегодня опять я попала в кадру. У нас сегодня вот новые тюльпанчики бутонами, ирисы, вот, фрезия, анимоны, разные цветочки. У нас уже появились много. Каждым днем они добавляются. Да, продала. Вот с этого вазочки тюльпанчики продала. Ну, за цветами к сухумским бабушкам мы все ходим. Да, само собой. Они все у вас местные, правильно? Да, конечно, это мои, с моего огорода. Что Сами выращиваем. И розочки есть, и хризантема есть, и полевые разные тоже имею. Гиацинты. Да. А вот как отличить привозные от местных? Как вы отличаете? Ну, я не знаю, как вам сказать. Все равно местные видно. Когда они местные, они дольше стоят, они более бутоны имеют. Качество лучше, чем привозной цветок, потому что он не после холодильника, а просто с огорода. Сорвал и всегда. Они еще подлиннее, да? Ну нет, вы знаете, иногда бывают и длинные, и короткие. Вот это что же длинные, вот короткие, вот еще меньше. Они дешевле. Но это все из теплицы, да? Нет, это уже все с улицы. В данный момент погода такая вот портится очень сильно. Через день. А когда была в теплице, у меня теплица тоже есть. Розы вот никак в порядок не приведем. Как сохранить подолгу в вазе? Я знаю, что нужно постоянно менять воду. Да. Какие-то секреты есть? Ну, говорят, если ложат аспирин, но, между прочим, если больше его положишь, цветок больше пропадет. Не стоит. Я просто никогда ничего не ложу, просто воду менять и все. А обновлять стебли, подрезать? Можно подрезать. Обязательно. Сколько лет вы уже здесь? Вот на данный момент мы здесь уже 5 лет, а занимается еще моя бабушка занималась цветами. Мама занималась, я, теперь уже и дочка у меня наверху стоит тоже, цветами занимается. Так что можно сказать, Семейный бизнес. Да, семейный бизнес. Правда, не очень такой, но ничего. На жизнь, слава богу, понемножку хватает. Я 19 лет я здесь торгую в Сухуми на рынке. Я саженцы имею разные виды. Азалия, гардения, айкуба, камелия разные вида. Еще хвойные, все, елки. Ну, мой, да. Да, сложно выращивать, да. 5 лет ждем один саженец, чтобы на продажу. Да, покупают, да, покупают. Очень хорошо покупают. Цветы разные идут. Камелия идет разные. А бугенвилия есть? Ну, маленький, в этом году маленький. Азалия стоит, 500, да, 1500 большие, 1500 две. Камелия тоже так, маленький такой, и 2500. Скажите, почему душистую мимозу мы не можем встретить здесь? Душистая мимоза как бы особым спросом не требует у местного населения. А в тот момент как бы и курортников мало, и как-то не приносим. А так душистая мимоза у всех есть. В огородах, в палисадниках, цветочниках в изобилии. Как-то это не принято, хотя ее можно принести и предлагать. Ну, не знаю, по заказу, когда очень хотят, по заказу мы приносим. У меня ассортимент разный, конечно, начиная с тюльпанов, анимонов, нарциссов разного вида, очень красивых. Даже календула есть. Откуда они? Откуда? С какого уголка Абхазии? Ястуха, не российских. Допустим, у вас это вот Это даже грунтовой. Или на открытом? Это на открытом. Я вам вот честно говорю, это на открытом, потому что вот они вышли среднего роста, вышли позже всех.
но он местный, он не привозной, он, допустим, не едет 2-3 дня или 5-6 дней и границу не переходит, он дешевле обходится. Вот, например, он такой, ростом не вытянулся, он меленький, даже листики видно, что чуть-чуть поврежденные, он не тепличный, он грунтовой, стоял на открытом воздухе, вырос вот так. А есть привозные, которые такие высокие, но эти лучше долго держатся.